Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Turkish Airlines увеличила количество авиарейсов в Туркменистан. В Ташкенте прошла творческая встреча туркменских и узбекских писателей. Бегмурат Аннамурадов выступил в Сеуле на фестивале ABU и другие новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines увеличила частоту рейсов по маршруту Стамбул-Ашхабад-Стамбул до 9 в неделю. С 1 ноября самолеты авиакомпании будут летать в Туркменистан и обратно в Турцию один раз по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а также 2 раза по средам и пятницам. В связи с переходом на зимнее расписание также было изменено время отправления рейсов. В Ташкенте в рамках Дней культуры Туркменистана в Узбекистане состоялась творческая встреча туркменских и узбекских писателей и поэтов, посвященная 300-летию со дня рождения великого мыслителя и поэта Востока Махтумкули Фраги. Встреча проходила в здании Союза писателей Узбекистана. В ней приняли участие поэты, писатели, деятели культуры и науки 2 стран, представители средств массовой информации, а также туркменская диаспора в Узбекистане. Туркменистан был представлен на 12-м телевизионном песенном фестивале ABU, прошедшем в Сеуле. Популярный певец туркменской эстрады Бегмурат Аннамурадов выступил с песней «Аркадаглы Акшахир». На одной сцене с туркменским певцом перед аудиторией всего региона выступали участники из 11 стран. В завершении фестиваля туркменский исполнитель, как и все участники фестиваля, был торжественно награжден. Министры иностранных дел Туркменистана и Казахстана провели переговоры в Ашхабаде. По итогам переговоров была подписана программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Республики Казахстан на 2024-2026 годы. В ходе встречи дипломаты обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера. Психологи из Университета Техаса обнаружили, что гнев может быть мощным мотиватором для достижения сложных целей. В серии экспериментов они показали, что люди, испытывающие гнев, лучше справляются с задачами, требующими усилий и концентрации. В эксперименте участникам показывали видео, вызывающие гнев, а затем просили решить серию словесных головоломок или набрать высокие баллы в видеоиграх. Въезд в международный аэропорт Ташкента теперь украшает флаг Узбекистана высотой 62 метра. Флаг установлен в центре круга на выходе из эстакады. Вокруг большого флага установлены 38 флагштоков высотой 16 метров. Кроме того, перед кругом на выезде из аэропорта установлен интерактивный фонтан в виде прямоугольной панели, а справа огромный проекционный экран. В настоящее время благоустройство территории аэропорта продолжается. В городе Туркменбаши Балканского вилаята прошел открытый чемпионат города по баскетболу среди юношей 2009 и 2010 годов рождения, посвященный памяти прославленных баскетболистов Миреда Курбанова и Анатолия Прокина. В соревнованиях приняли участие команды из Ашхабада, Дашогуза, Балканабада, Туркменбаши и Хазара. Юные баскетболисты боролись за победу в течение 4 игровых дней. В итоге команда города Хазар стала чемпионом турнира, получив кубок победителя. В Париже состоялась церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты «France Football». По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси. Ассоциация футбола Центральной Азии и Всеиндийская футбольная федерация подписали меморандум о взаимопонимании. Это стало значительной вехой в отношениях между двумя футбольными ассоциациями. Оно будет способствовать развитию футбола в Центральной Азии и Индии, повысив уровень подготовки игроков и тренеров, а также расширив возможности для участия в соревнованиях. Отметим, что мероприятие по случаю подписания меморандума также принял участие председатель Федерации футбола Туркменистана, вице-президент КАФа Арслан Айназаров. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.